Всем привет! Буквально что сейчас сделаю еще немножечко анонсов, и мы начнем с вами обсуждать новости недели. Подождем, пока люди немножко соберутся, и я начну рассказывать сегодняшнюю повестку. Микрофон шумит, да? Так, ребятки, да, на этой неделе гостей в стриме не будет. Почему? Потому что уже будет гость очень интересный на следующем стриме. Это предположительно пройдет в пятницу. Сейчас же гость не нашелся, и я вам решил рассказать немного событий, которые произошли на этой и прошлой неделе. Также порадовать вас некоторыми хорошими новостями в сфере отстаивания городов. Более того, расскажу вам немного о том, что в ближайшее время появится в проекте «Белорусский урбанист». Привет, Дмитрий Синюта, здравствуй. Вот, люди начинают заходить, сейчас я еще раз посмотрю, сколько вас, и мы начнем. Вот, нас уже смотрит 2 человека. Для начала хочу рассказать то, что сейчас изображено на снимки. Это спутниковый снимок города Речицы. Как видите, тут такая интересная территория. Рядом путепровод, который проходит железную дорогу. И здесь раньше был туберкулезный санаторий. Он еще есть на спутниковом снимке, однако здесь его уже снесли. Я делал ролик про этот парк. Единственное место в этом районе, если не в городе, где осталась настоящая крутая, с хорошими деревьями зеленая зона, более даже скажу обустроенная. В городе хотели построить на этой территории 11 многоэтажек. Тут вроде 2 максимум влазило, видите, тут уже в нулевых. Немножко подобрались к территории парка. А захотели построить 11. Ну и, естественно, я, как житель этого города, не мог остаться в стороне. Более того, остаться в стороне не могли очень многие, особенно жители близлежащих домов, например, 3А, 3Б, 3В, да. Многие даже люди, которые жили не в Речице, их возмутило это, и мы начали кампанию по тому, чтобы законно с помощью петиции, обращения эту стройку отменить. Вот, мы делали такую петицию в Речицкий райисполком. Уже прошло больше 2 недель, положенных по закону, они до сих пор нам не ответили. О том, что вот этот вот, смотрите фотографию, чтобы вот эта вот прекрасная территория не застраивалась многоэтажечкой. Что произошло? Нам очень помогали ребята из компании Women Up, помогали ребята из Urban Advocacy School. Это такие курсы, которые помогают людям понять, какие механизмы и законы действуют в Беларуси, которые позволяют нам отстаивать свои города. И что я вам хочу сказать? Стройки в ближайшее время теперь не будет. Почему? Потому что Белним градостроительство ответил на мое письмо и сказал, что ребята, да, получается, вы к нам обратились, и мы вам ответили. С какими обращениями мы, так сказать, к ним пришли? Во-первых, каждый раз, когда хотят построить что-то, что не соответствует генплану, а по генплану, который сейчас действует, это такой законодательный, даже скажу, документ, в котором определяется, какие зоны в городе будут иметь какую-то определенную функцию. Так вот, эта зона парка
была медицинской функции, то есть функции больницы и функции зеленой зоны, да. Они хотели, не изменяя генплан, так сказать, поменять функцию. Но вот Белорусский институт градостроительства, Белнив градостроительства не разрешил реческим властям менять функциональное назначение этой зеленой зоны. Фактически у нас сейчас не будет до нового генплана никаких строек на территории зеленой зоны. И это очень крутая новость. Мы одержали первую большую победу. Осталось только закрепить зеленую зону в генплане следующем, который будет скоро разрабатываться. Вот, есть идея для ролика. Сделать подробный туториал по написанию заявок на 115 бел и еще один по Petition. Как думаешь, просто многие люди не знают, как этим сервисом пользоваться. Спасибо большое, Илья, за идею. Это очень крутая идея. И действительно, она бы помогла распространить низовые инициативы вообще в Беларуси. Это такая хорошая новость, с нее мы и начнем. Вторая новость тоже очень интересная. Как видите, такие вот люди с флажками, люди с венками и так далее, наверняка пришедшие по своей собственной воле, это не что иное, как какое-нибудь очередное пафосное открытие к государственному празднику. Что же на этот раз открыли? На этот раз открыли в Гомеле реконструированный участок улицы. Улица эта была, так сказать, больше дворовой даже, чем улица, и я часто ходил по ней. Это такая была небольшая двухполосная дорожка вдоль железнодорожных путей. Сейчас же в городе Гомеле, сейчас покажу фотографии, где-то есть, да, из нее сделали такую 4-5-полосную магистраль, которая связывает мост, который идет с жилых районов, с железнодорожным вокзалом. Что примечательно? Во-первых, в Гомеле сложилась не совсем здоровая тенденция. Они вкладывают деньги в такие проекты, где можно немножко увеличить дорогу, немножко ее подрасширить, но это не меняет транспортную ситуацию. То есть, например, я недавно, буквально что на днях, сделал видео про вот эту вот улицу, которую расширили на одну полосу, но убрали светофоры, создав ужасное кольцо с кучей заборчиков. Кто не смотрел, посмотрите это видео, оно вышло несколько дней назад и достаточно много сейчас набирает. То есть строить, например, вкладывать деньги в какие-то объездные дороги, которые в Гомеле не строятся, или долгострои, которые уже тянутся по 10 лет, по 15, они не могут. Может, они могут, но не хотят. Они вот вкладываются в такие вот расширения дворовых улиц. Да, действительно, Шевченко нужна была. И говорят, что, возможно, часть общественного транспорта пойдет туда. Однако я не уверен. По мне, очередное расширение улицы даст только увеличение потока автомобилей в центре, и все. И самое, знаете, что меня раздражило в этой всей ситуации? Самое страшное, что вообще слова председателя Гомельского райисполкома, и по его словам видно логика их мышления, они действительно вообще не в курсе и не понимают, что такое современное градостроительство. Они думают, что если появляется много автомобилей, то значит надо строить много дорог. Смотрите, что он говорит. Это еще один шаг в программе реконструкции транспортной сети города Гомеля, которая осуществляется последние годы. Уже обновлены Барыкино, это такая шестиполосная широкая дорога с подземными переходами и так далее, которая упирается в бутылочное горлышко из светофоров и старого нереконструированного аварийного кузнечного путепровода, что в принципе не меняет никак транспортную ситуацию, там как пробки были, так и есть.
Барыкина, это вот сейчас он привел пример Барыкина как хорошую реконструкцию. Кирова, но это вообще без комментариев. Это худшая реконструкция улицы в стране. Я про это сделал ролик. Еще раз посмотрите вот этот вот ролик, потому что ценой нескольких там пары минут буквально, что ускоренного трафика уничтожили все пешеходные связи в центре города. Просто все закатали в заборы, в кольца. И неудобно как водителям, так и пешеходам. То есть для председателя райисполкома это такая программа реконструкции центра. Интернациональная. Интернациональная это тоже очень интересная улица. Там было 5-6 полос движения. И в принципе, ну да, не совсем быстро ехали автомобили, но в принципе, как и везде в центре города. Что они сделали? Они ради ускорения трафика, во-первых, естественно, забрали у озеленения и у пешеходных дорожек территорию, фактически прижав людей к стенке зданий, да. Они построили подземный переход, который вообще, как это сказать, там не особо нужен был. Там реально просто надо было бы поставить светофоры и все. И пешеходный подземный переход, он там очень неудобно сделан. И они закрыли одну остановку общественного транспорта, только чтобы увеличить пропускную способность улиц в центре города, закрыть остановку общественного транспорта. Понимаете? То есть они реально не знают про провозную способность улицы, сколько человек проедет, а не сколько машин в количестве, да? Они не знают про то, что улиц и город, в городе живет 2/3 людей без автомобиля. И по пешеходной дорожке больше всегда проходит людей, чем проезжают автомобили. Они этого не знают. То есть, и они считают расширение на 1-2 полосы улицы Интернациональной хорошим планом реконструкции. Поверьте мне, Интернациональная быстрее ехать не начала. Может, кто-то заметит там, что чуть-чуть лучше стало. Но это потому, что люди долго ждали, когда эта улица была перекрыта. Они долго ждали. Сейчас, немножечко лучше. Им кажется. На самом деле, все эксперты говорили, что расширение на 1-2 полосы не даст вообще никакой форы города. То есть, ничем не улучшит трафик. Это максимум на год сработает и все. Долгосрочные инвестиции – это когда строят объездные дороги, когда выводится трафик из центра. А вся программа реконструкции улицы в Гомеле – это, наоборот, вгонять побольше машин в центр. В центр, который чисто геометрически, физически не вместит в себя все автомобили города. Сейчас посмотрим, может, вы что-нибудь новое написали, пока я тут болтал. Нет, вы ничего не написали. Вот, дальше читаем, что говорит председатель райисполкома. В следующем году планируется, реконструкция новая, новая реконструкция улицы Крупской и так далее. Вот, где-то он там говорил про транспортную ситуацию. Я просто смотрел это в телеканале Беларусь-4, да, он говорил, что, знаете, сейчас современный мир и все больше транспорта, поэтому мы стараемся как можно больше расширить дорог. Вот если я сейчас включу стрим телеканала Беларусь-4, то меня потом канал забанит, поэтому я не могу вам говорить, но такое понимание у мэра города, что мы на 1-2 полосы везде порасширяем, в центре, мы не дадим никакой альтернативы транзитному трафику проехать только через центр. Фактически возможно проехать сейчас в Гомеле. И тогда пробки исчезнут, и тогда всем будет хорошо. То есть, пешеходам не будет хорошо, но кто такие пешеходы? Кто они такие вообще? Так горожане разве? Как-то так. Короче, с Гомелем в этом плане проблема. И знаете что? Это не только с Гомелем. Если даже уже не только на Западе, даже на Востоке, в некоторых городах России начинают понимать, что дороги не надо расширять постоянно, то у нас, наоборот, это сейчас самый тренд. Расширить дороги, естественно, потом поздравить строителей. Вот, строители только любят, как больше квадратных метров асфальта, больше километр
вести дорог и так далее. И поэтому так вот выходит. Это вообще повсеместная в Беларуси тенденция. Вот, например, сейчас очередной раз расширяют проспект Дзержинского возле площади Францишка Богушевича. Сейчас скажу про левые повороты. Всем привет. Смотрите, то есть понятно, что Дзержинского проспект огромная широченная влетная магистраль с кучей развязок, которая тупо таким огромным напором транспортом вбивает такую, так сказать, влетает в центр, создавая там кучу трафика. Наоборот, надо трафик отвозить с центра. Да? Он упирается в бутылочное горлышко возле площади Францишка Богушевича. Его пытаются расширить. Самое прикольное, что это бутылочное горлышко проскочит дальше. То есть дальше Немига узкая идет, дальше улица там, если мне не ошибает память, Клары Сеткина или как называется. Дальше все улицы узкие. Центр физически не сможет выдержать столько автомобилей. Нельзя постоянно провоцировать трафик через центр. А они, расширяя вот эти дороги, которые на большой скорости ведут в центр, машины просто вылетают в центр и становятся в один большой затор. И так как все маршруты идут через центр, то город весь парализуется. То есть зачем дальше расширять? Они думают, что еще добавить пару-тройку полос и все поедет. То есть настолько люди, принимающие решения, даже 20 минут не могут потратить на то, чтобы погуглить. Они считают, что они лучше разбираются. И сколько им не объясняю, не привози график. Слушайте, я вижу так. Это все равно, что человеку самоуверенному, который никогда не читал никаких книжек, ничего, говорит, что Земля вращается вокруг Солнца, а он говорит, мне виднее. Ты там был, а я вот смотрю, оно вокруг нас летает. Да, это то же самое. То есть все мировые эксперты все говорят про то, что расширение дорог в ширину не дает никакого эйфории с пробками. Это лишь все равно, что если человек толстеет, то ему еще шире, так сказать, ремень расстегивать, чтобы он еще больше толстел. Да? Это то, что человек пошире расстегнет, с сожалением, ремень, не даст, так сказать, человеку похудеть. То же самое и с городами. Но этого в Беларуси, к сожалению, не понимают. И перейдем к следующей новости. Стало известно, когда запустят линию метро. Очередной раз перенесли сроки сдачи линии метро. Кто бы сомневался. Вот, давай сейчас я еще отвечу на вопрос по поводу, как закрытие левых поворотов на Советской. Не надо закрывать левые повороты. Я не знаю, где их конкретно закрыли, но закрытие левых поворотов, закрытие светофорных фаз на левый поворот, это увеличивает перепробег транспорта по улице. Они дольше находятся на этой самой улице, и кажется, что чуть-чуть трафик увеличивается, но на самом деле пробок становится только больше. Поэтому, у нас пытаются реально сделать из дорог гоночные трассы, причем в центрах городов, хотя вообще непонятно зачем и что. Зачем это делать, да? Вот. Очередной раз переносится открытие линии метро. Я уже копил деньги, собирался поехать с 3-4 июля снимать линию, да, новую. Стало уже понятно месяц назад, что не успеют они это сделать. Ходили слухи, что перенесут на День города на 1 сентября открытию третьей линии. Однако есть задачи в стране поважнее, чем День города, поэтому хотят перенести открытие линии на День строителя. День строителя в календаре 9 августа, чтобы вы понимали. Так сказать, все будут в этот день наверняка думать о строителях, строительных работах, поэтому именно в этот день, к этому дню, решили открыть линию метро. И как всегда у нас стараются каким-то знаменательным датам что-то открыть. Да, конечно, слишком уже долго строят метро, но лучше что-то доделать, чем открывать к 7 ноября, 3 июля, к Дню строителя так называемому и так далее. Вот, поэтому 9 августа, судя по всему, будет старт линии. Я так прекрасно понимаю, что 9 августа, наверное, людей на ту линию не пустят. Там будет стоять один интересный строитель на камеру, рассказывать, как все хорошо. Я так полагаю,
Поэтому, надеюсь, 10 или 11 я смогу приехать заснять, а если не смогу, и вообще непонятно, что будет в тот момент, то может кто-то из подписчиков мне снимет, либо я постараюсь чуть позже приехать, но я обязательно сниму подробнейший обзор на третью линию, выпущу очередное видео еще с историей этой линии, поэтому как бы так. Что нового появилось на третьей линии? Ну, уже видны очертания входа в станцию метро. Тут видна лифтовая шахта. Это станция метро Юбилейная площадь, самая сложная, которая строилась дольше всего. Самая глубокая будет станция Минского метро. Там будет достаточно длинный эскалатор, она в 2 раза глубже, чем Октябрьская. Поэтому как-то так. Сейчас уже начинают появляться очертания, и все те вот признаки стройки метрополитена через полмесяца, месяц исчезнут. Улица Дружная будет просторнее. Наконец-то вот эта улица, которая над Юбилейной площадью, тоже наконец-таки залез асфальтом. И что бы вы думали, там не надо никакого трафика. Вот эта улица была обычно дворовая, там все равно сделали 4-5 полос. Вот, то есть везде делают 4-5 полос, любую улицу реконструируют, давайте в 2-3 раза расширим, это же безопаснее будет, как-то так. Вот. Такую странную неведомую конструкцию повесили на станции метро Юбилейная площадь. Возможно, ее как-то сделают получше, хотя я как-то не совсем понимаю, что это, щит Капитана Америки или как будто бы огромный какой-то диск упал с неба на станцию, прорезал, и половина торчит наверху, а половина внизу. Интересно. Но не будем пока что судить, когда откроют, посмотрим. Хотя у меня были большие надежды на дизайн станции площадь Юбилейная. Думал, она будет глубокая, пересадочная, большая. Думал, там будет интересно. А сейчас что-то я смотрю, пока что мне этот потолок не нравится. Ну, посмотрим. Когда откроют, все подробно расскажу. Так, вот так вот еще выглядит Юбилейная, то есть там будет такой вот боковой туннель с линии на линию, как на Октябрьской станции, такая же, кстати, трехпролетная конструкция, как на Октябрьской, и вход на улицу будет, получается, через эскалаторы, но он будет выходить в один подземный переход с станции метро Фрунзенская. Поэтому отдельных выходов у станции метро Юбилейная площадь не будет, что очень прикольно. Вот. Вот та самая знаменитая картинка, не картинка, а самая такая знаменитая скульптура пересечения дорог. Я думал, что она будет выглядеть крупнее и эффектнее. Ну вот, как-то так. Ее уже поставили на вокзальную. Более того, на вокзальную уже смонтировали такие неоновые, красивые. Может, вы видели, я просто, наверное, изображение это не открывал. Неоновые, красивые такие лампочки, все очень интересно светится. Однако посмотрим, как работает вообще вся эта тема, как смотрится, когда откроют линию после Дня строителей. Вот когда День строителя пройдет, тогда все станет яснее. Ну и перед Днем строителя решили издать указ. Это очередная новость. Сейчас мы ее с вами обсудим. Перед Днем строителя решили дать указ, где ограничили прибыль застройщика. Вот это да. Как же нам так симулировать рынок недвижимости, который глохнет, который сейчас просаживается из-за финансового кризиса, падения доходов, банковского кризиса, который назревает, да, и как же нам простимулировать? А давайте займемся популизмом и скажем, чтобы застройщики слишком много себе денег не забирали и ограничили прибыль застройщиков до 5%. Вот. Издал такой указ, так сказать, строительный. И да, типа будут контролировать. На самом деле есть два варианта. Либо застройщики начнут реально испытывать проблемы с маржой, с ликвидностью и банкротиться, либо они создадут так называемые обходные схемы, они станут еще более, так сказать, зависимыми от
главного строителя, вот, либо они начнут реально терять прибыль, закрываться. Ну, наверняка многие, за исключением главной строительной фирмы в Беларуси, это Dana Holdings, которая не писан абсолютно никакой закон на территории этой страны. Они, в принципе, делают, что хотят, поэтому я думаю, их это вообще не касается. И самое интересное, как можно ограничивать прибыль, ограничивать рост цен, когда недвижимость – это рыночный механизм. Невозможно ограничивать рыночные механизмы, особенно там, где такие большие деньги. Поэтому непонятно, что будет, но, по крайней мере, я чувствую, что это ударит серьезно, вот этот указ к Дню строителя. Этот указ ударит сильно по рынку недвижимости в Минске и вообще в Беларуси, поэтому будем наблюдать. Привет. Да, ребята, сегодня стрим без гостей, без каких-то интересных презентаций. Следующую уже пятницу, это что будет пятница, будет очень интересный гость. И потом чуть позже я вам расскажу про планы на контент и вообще про то, что в ближайшее время появится в проекте «Белорусский урбанист». Так, петиции, которые надо подписать. Ребята, вы как самая активная часть моих подписчиков, я считаю, что у нас миссия не только популяризировать тему с удобными, уютными городами, но и стараться влиять. И мы, как канал Telegram «Белорусский урбанизм», как группа ВКонтакте, мы должны слетаться и раз в неделю тупо все здравые градостроительные петиции тупо подписывать, чтобы в маленьких городах, где там 20 человек подписалось, подписывало 100-200, чтобы реальная местная администрация много раз подумала перед тем, как присылать отписки. Вот. Рекомендую подписаться на вот это. Чистые красивые остановки в Гомеле. Да, в Гомеле и не только в Гомеле такие ужасные остановки. Из нулевых, так сказать, из 90-х, из вот этого металл-профиля. Все уже ржавое, обгаженное, непонятно какое. Так сказать, с крышей мыши, презервативы и прочая наркота, как один строитель говорил, да. И надо подписаться, ребята, потому что, видите, они хотят собрать 500 подписей, собрали пока 19. Ну, это недавно петиция. Надо собрать, чтобы реально город Гомель и в своих городах создавайте подобные петиции, были удобные, хорошие остановки с защитой от ветра, с защитой от солнца, антивандальные остановки. Потому что в Гомеле, например, поставили за огромные суммы умную остановку, которая бы какая. В Минске такие умные остановки начали строить. Это тупо кидание пыли в глаза. А остальные остановки в ужасном состоянии. И самое интересное, что в принципе, с одной стороны идут понты, но эти остановки тоже неудобные. С другой стороны, старые неудобные остановки. Поэтому надо добиваться того, чтобы меняли устаревшие остановки на нормальные, новые, а не вот эти вот смарт, непонятно что. Вот. Так, то же самое. Еще одна петиция. Есть такое приложение «Оплати» называется, с помощью которого можно и в общественном транспорте, и много где расплачиваться. Оно немножко неудобно и работает через одно место. Поэтому очень грамотная петиция, можете потом прочитать. Ее обязательно надо подписать. Вот я сейчас только что подписал. Потому что я сам иногда пользовался этим приложением, там не все сделано удобно. Ссылку кину в чат. Я не знаю, в чате ссылки клипокабельные или нет. Я наверняка сделаю чуть позже пост с ссылками всеми на эту петицию. Так, запрети строительство второго ледового дворца в Витебске и построить современный бассейн с массажами без хлорки. Очередной ледовый дворец. Как круто. У нас же столько людей ходит в хоккей. А бассейн... То есть, не знаю, сколько витебских бассейнов. Например, в моем городе 60 тысяч населения, 2 бассейна. Вот. А если там один бассейн или два на 400-тысячный город, то, конечно, лучше построить бассейн, чем строить новый ледовый дворец. Поэтому подписываем. Вот. Это вы сами решаете, подписывать эту петицию или нет.
она такая жестко антиавтомобильная, что в Минске очень много стало машин, и в многих странах применяется такая вещь, что запрещено движение автомобилей с счетными номерами, несчетными в течение определенного количества времени, каких-то часов пик. И получается, что чисто административным методом убирается вот эта небольшая доля автомобилей, то есть между абсолютно загруженным пробками городом и свободным городом буквально там процентов 10 надо изъять из трафика, и город будет дышать без всяких расширений улиц и так далее. Поэтому я за эту петицию, но если вам она покажется слишком радикальной, то есть во многих городах, тот же самый Богота, Колумбия, у меня есть ролик, где был очень инновационный мэр, который город поднял с нуля, он тоже по каким-то пиковым часам запрещал, так сказать, движение с такими-то номерами, и там, например, как это... Потом, если вот количество окончаний номеров чередовалось, и получается, каждый человек несколько дней, каждый автолюбитель несколько дней в месяц ездил пешком, ходил пешком, ездил общественным транспортом, но город становился более свободным. Поэтому я эту петицию подписываю, но это на ваше рассмотрение, сказать. Ну и отсутствие безопасной пешеходной зоне в Ратомке, ну это под Минском. Тоже подпишите, потому что это очень важно. Вот, теперь перехожу вам с рассказом про то, что выйдет в ближайшие дни недели. Потому что, как вы заметили, возможно, вы стали ролики чуть чаще выходить, я стал ездить. Это связано не только и с тем, что у меня был отпуск, и это связано с тем, что стало теплее, и чуть-чуть вся эта коронавирусная, возможно, вещь пошла на спад, я стал ездить. Было недавно видео про Гомельские круги ада и про трамвай Мозыря, очень атмосферное видео про трамвай. В ближайшие дни будет видео про несколько этих экспонатов, электробусы, автобусы нового поколения, которые стояли на Октябрьской площади в Минске. Потом будет видео про город Мозырь, то есть это отдельно было про трамвай. Я, конечно, очень много интересного в Мозыре, чего я там не посетил. Я знаю, что в Мозыре много интересного. Это надо будет еще пару раз там ролики снимать. Но пока я ходил по городу, те заметки, которые я снял, вы посмотрите, все равно очень интересный город, очень необычный для Беларуси город, поэтому на этой неделе, я думаю, я Мозырь смонтирую. Окей, если действительно Ледовый дворец надо, то почему бы нет, тогда не подписывайся. Просто я знаю, каким упорством у нас строят Ледовый дворец, они строят другую спортивную, социальную и транспортную инфраструктуру. Вот. Получается, да, будут такие два ролика, как минимум на этой неделе. Это про транспорт и про Мозырь. Будет еще ролик про Гомель, про общественное пространство. Поэтому подписывайтесь на канал. Ребята, только треть моих зрителей подписаны на канал. Что это такое? То есть реально. Я нерегулярно что ли выпускаю ролики или что вроде как минимум раз в неделю выходит по ролику. Создание ролика как минимум уходит несколько часов. Вот. Реально, ребятки, подписывайтесь, распространяйте своим друзьям. На этой неделе будет стрим в пятницу, где будет приглашенный гость. Приглашенный гость, он один из тех людей, которые как раз-таки занимаются адвокатированием города и уберегают, так сказать, города от какой-то застройки, сноса. Та же примеры той же Осмоловки в Минске, или вот, как, например, он даже мне помогал, этот человек, отстоять парк в Речице. Куча таких примеров. Человек знает свое дело, умеет грамотно, на высоком профессиональном юридическом уровне бороться с варварскими планами по ухудшению городов. И он расскажет в пятницу вам, как это делать, вообще чем заниматься. Он ответит на все ваши вопросы, я отвечу. Так что в пятницу вечером заходите. Так, ну и самое
главная новость сейчас именно связана с моим проектом. Статьи возвращаются. Да. Помните, у меня был такой аккаунт в Яндекс.Дзене, где я каждую неделю писал статьи до того, как я начал делать ролики. Статьи вышли достаточно просматриваемые. Вот посмотрите на некоторых, например, сейчас вам покажу. По 7000 дочитываний было, да? По 13 тысяч дочитываний. То есть очень-очень читабельные тексты. Я их писал каждую неделю, я очень сильно выматывался. Но я принял решение уходить с Яндекс.Дзена, и я принял решение возобновлять статьи. Почему? Почему? Во-первых, я тогда на долгое время перестал делать статьи, и многие статьи, которые обещал, зависли в воздухе. Статьи — это достаточно сложная тема. Казалось бы, ролик сложнее, хотя нет. То есть ролик, да, там надо тоже какой-то текст писать и так далее, но в статье это надо более придавать какую-то эмоциональной краски, какую-то, чтобы стиль текста какой-то был. Это очень серьезная такая работа. Так как я выкладывал это все на Яндекс.Дзен, я не попадал в свою аудиторию. Почему? Потому что Яндекс.Дзен, он настроен, его, так сказать, сейчас вот покажу. Вот такая вот, ну, шуточная новость, но в принципе в каждой доле шутки есть доля правды, да? Яндекс.Дзен обогнал ТикТок в рейтинге соцсетей с наиболее низким AQ пользователей. Яндекс.Дзен рассчитан на аудиторию 50-60+, российскую аудиторию 50-60+. Вы представьте, что это за аудитория. Любая моя статья про какие-то серьезные, интересные градостроительные вещи с надписью «Беларусь» заканчивались криками, комментариями про то, что мы вообще там фашисты. Ну, как бы все соседи России фашисты, ну, вы же знаете. И так далее. Яндекс.Дзен, конечно же, прибавлял значительно аудитории, но эта аудитория не становилась постоянной моей читательской аудиторией. Дзен настроен как бесконечная лента. И люди не оставались, даже которые подписывались на мой канал, они не оставались, они не заходили в Телеграм, они не заходили в YouTube и так далее. Я фактически писал статьи впустую, я не привлекал людей в свой проект, они просто массово прочитывали, что-то газили в комментариях, ну и все как бы, да. И, конечно, я не должен обращать внимание на гадости в комментариях, но когда их 70%, когда ты выкладываешься, тратишь по 5, 7, 10 часов в неделю минимум, чтобы делать статьи, и потом у тебя такой результат, да, было с монетизацией деньги достаточно хорошие, даже вместе шли, но я решил тогда статьи в Яндекс.Дзене не писать, и я долго думал, где мне их писать. И в тот момент я уже начал делать YouTube видео, и пока я приноровился, набил руку на видео, чтобы быстро и регулярно их делать, да, то статьи я в это время не писал. Сейчас я писать статьи буду. Как минимум будут еженедельные дайджест новостей в текстовом формате, дайджест петиции в текстовом, это 2 статьи в неделю, и будут интересные статьи на различные такие темы, познавательные в градостроительстве, которые не особо, так сказать, широко поднимаются. Вот. Где я буду писать свои статьи, если не на Яндекс.Дзене? Как вы думаете, наверняка в живом журнале? Нет, живой журнал умирает. И, в принципе, все блоговые площадки умирают. Хочу вам сказать хорошую новость. В ближайшие несколько дней заработает сайт белорусского урбаниста. Вот, в ближайшие несколько дней, то есть он уже, возможно, даже послезавтра заработает. Ну, я думаю, до конца недели, до середины даже точно. То есть уже куплен домен, куплен хост, все приклеивается, уже почти все сделано. Там будут статьи, там будут, в принципе, ссылки на YouTube, но перед ссылками на ролики будет небольшое описание с какими-то моими мыслями и так далее. То есть я буду вам, как своим читателям, доносить свои мысли, делать какие-то короткие заметки на различные новости. Это, так сказать, будет чисто мой публицистический проект, а не то, что как Яндекс.Дзен, который он заставляет на себя работать просто как ненормально. То есть, ну, Яндекс, там такая система поощрений, что ты должен днями, ночами писать статьи, за это получать крохи.
и ты не чувствуешь, что это какой-то твой блог, твоя страница. Ты чувствуешь, что ты просто какая-то частичка в ленте. Вот, в ленте между Аллой Пугачевой и новостями про Крым и Донбасс. Вот. Ну, там, в принципе, такая аудитория. А здесь у меня будет действительно свой проект, где я буду еженедельно писать новости, писать статьи, писать свои какие-то реакции. И там будут освещаться какие-то гражданские кампании по поводу там, сбора подписей против строительства чего-то или за строительство. Там будут такие вот вещи освещаться, продвигаться и так далее. Вот, как-то так. Поэтому я хотел вам сообщить эту новость. Сайт должен был вообще сегодня быть готовым, но понимаете, что дедлайны всегда срываются, поэтому я чувствую, что на следующей неделе точно сайт появится. Я туда перенесу все статьи с Яндекс.Дзена, я уйду с Яндекс.Дзена, захлопнув дверь, и я выпущу еще несколько статей, у меня уже готовы ролики наперед, поэтому будет классно. То есть будет как минимум ролик, статья в неделю, и будут жить в соцсети. Почему? Потому что сейчас нашлись люди, которые мне тоже помогают вести и каналы, и группы, и так далее. Спасибо вам большое, костяк аудитории, что вы так идете навстречу мне. Спасибо одному из подписчиков, который очень сильно помогает мне с сайтом. Фактически он его делает. Реально вы очень крутые ребята. Вот. Я рад, что вообще, что я делаю это дело, и ко мне столько приходит, так сказать, положительных откликов. Я понимаю, что я делаю не зря. Когда я вот работал на Яндекс.Дзене, чувствовал себя рабом, и еще, причем которому без благодарности какой-то, вытаскивали с меня просто все мои силы, а отдачи никакой не было. Вот, как-то так. Поэтому с Дзена я уйду. Вот, можете теперь задавать мне свои вопросики. Можем немножко, полчасика поговорить, а потом я уже буду наверняка что-нибудь делать по проекту «Белорусский урбанист». Так, пока что кроме Витебска никто не задавал никаких вопросов. Вот эта идея для ролика, как вообще регистрироваться на Petition 115 и как там что делать, очень крутая. Реально очень крутая. Я наверняка сделаю этот ролик. Вот. Как-то так. Задавайте вопросы. И задавайте вопросы. Сейчас на все ответим. То есть, понимаете, вы подписаны не просто на телеграм-канал, где я копирую чьи-то картинки про урбанистику и вам вставляю, рассказываю, что белорусский урбанизм. Я на еженедельной основе буду создавать как текстовый, так и видеоконтент. Я буду приглашать, я уже приглашаю на стримы людей, то есть будут эксперты, все. Вы реально будете окунаться в эту тему. И не просто, это не просто такой канал, где кто-то ходит там по городу и что-то говорит, это тоже интересно. Это будет реально образовательный канал, образовательный проект. Не стесняйтесь, пишите в комментариях, что вам интересно, так сказать, послушать. Ну, хоть будем знать, что есть такой праздник. Это вы наверняка вы про День строителя. Да, День строителя 9 августа. Вы же понимаете. День строителя. А что вы сегодня такие молчаливые, ребята? Надо быть более общительными. Или у меня что не работает? Не отображает. Может, я ошибся? Ой. Господи. Видел в Минске, как на экране
На окраине ЖК Мармелад. В московском направлении. Нет, не видел. Слушайте, надо глянуть. ЖК Мармелад. Давай сейчас нагуглим. Так. ЖК Мармелад. Посмотрим, что это за... О боже. Так. Давайте проекции. Мармеладное преимущество. Это да. А фотографии какие-то будут? Слушайте, по мне это обычные типовые многоэтажки. Просто мне интересно, если там дворы хорошо организованы, то это хорошо. Даже типовые многоэтажки будут хорошими. А, дворы хорошо организованы, да? Ну, хорошо, если так. Если действительно так. Вот. Да, не хватает здесь 7 грехов. Но 7 грехов выбомбил, что я загаживаю расширение дорог в Гомеле. Он сам не имеет автомобиля и ездит зайцем на общественном транспорте, но он считает, что надо побольше полос, поуже дорожки. Я не понимаю, что за мазохизм, если честно, если он не пользуется даже автомобилем. Вот. Ну, он просто все время в оппозиции, к моей точке зрения. Такая деструктивная оппозиция, поэтому как-то так. Геннадий Борисов что-то хотел сказать, но отменил комментарий. Вот, ребята. И кто помогает мне с проектом какими-то написанием текстов, там иногда помогали. Или ну чем-то вообще именно с работой. Кто-то пересылает донаты. Ребята, я рано или поздно на сайте сделаю доску почета, где вы все там будете, кто мне помогал как-либо с проектом. Я всех вас запоминаю и буду вас всех благодарить, ребятки. Так. Пишите отзывы, может у вас какие-то отзывы на последние ролики есть. Потому что я, как это сказать, пытался такой новый формат, но у меня случилась беда. Мне полетел один из микрофонов в телефоне, и я это уже только на монтаже узнал. И мне пришлось там очень сильно колупаться с монтажом, но вроде как нормально, но слышно, что звук стал более пластиковым каким-то, необъемным. Я очень расстроился, сдавая сейчас телефон в гарантию. Это как минимум 2 недели пропущенной жизни. Я понимаю, что мне выдадут другой телефон. Но здесь настолько сейчас все заполнено, забито, что я не знаю как. За сколько почета, конечно, придется заморачиваться. Гирион Вишневский. А ты случаем не Игорь Катамаранов? Вот. Ну, ребята, там не то, что будет доска, прям как доска, там будет список людей, ников, которые чем-то помогали. Это, я считаю, это круто. Вот, рано или поздно это будет сделано. Да. Как-то так. Еще хочу сказать по поводу социальной активности, по поводу низовых инициатив, по поводу того, если в вашем городе происходит какая-то задница, вам хотят застроить парк какой-нибудь, расширить дорогу в ущерб деревьев, озеленению там и пешеходным дорожкам, там, не знаю, снести историческое здание, еще что-то такое. Понятно, что за вас никто делать ничего не будет, но вы пишите мне, я сведу вас, выслушаю вашу проблему, объясню примерно, как сделать, и сведу вас с нужными людьми, которые вам еще лучше меня объяснят, что и как сделать. Вот, то есть я в этом плане проконсультирую. Еще что я смогу сделать, если вы сделаете какую-то, например, петицию в защиту вашего города, то я обязательно ее распиарю. То есть меня пиар и нужные люди. Вот, поэтому, чтобы вы знали, если что, пишите, звоните там. Площадка реально классная, здания вроде не типовые, а в них панорамные окна, вход-выход на обе стороны. Большой минус, что до ближайшего магазина почти 1 километр. Ну да, даже зря, и тогда можно было бы уже на первом этаже где-нибудь магазин сделать. Ну ладно. По
крайней мере, жилой комплекс получше, чем, извиняюсь, у одной известной сербской компании. У чудотворцев, конечно, комплексы похуже. Реально дворы понравились, все так интересно сделано, мармелад. А кто, кстати, застройщик? Уже, наверное, закрыл этот мармелад, сейчас посмотрим. Мне просто интересно. Что за застройщик такой? Трайпл? Ничего себе, Трайпл начал нормальные дома делать? Я в шоке. Вот. Сейчас посмотрим. Так, вот, целая есть схема. Ну, хорошо, что начали внутридворовые пространства делать со снаружи парковки. Однако, знаете, 3 высотки, ну, классный жилой комплекс, но вообще в городе надо, чтобы не было 3 высоток, а чтобы это хоть каким-то кварталом выглядело. Ну, это чисто с градостроительной точки зрения, чтобы был фронт улицы. Однако, в принципе, нормально. Для Беларуси даже очень. Единственное, я не понимаю, зачем вот эти круги из брусчатки. Но вроде вот как по центру сделана аллея. Если действительно все так и будет, то хорошо. Но они могут, конечно, сейчас красиво нарисовать, а потом не сделать. Но это другой вопрос. Как-то так. Так что, ребята, кто не читал мои статьи, вот реально, если кто-то не читал мои статьи, то я потом, когда сделаю сайт, я сделаю посты в Телеграме, в других соцсетях со списком разными тематическими списками статей. То есть у меня были статьи целыми сериями выходили. Все уютный Минск будущего, там 5 серий вроде было. Про трамвай вроде 3 серии писал. Вот. То есть нормально так. Ладненько, ребятки, судя по всему, если у вас вопросов нет, то будем закругляться. Еще минуту подожду, может кто-нибудь вопросы задавал. Если нет, то закругляемся. О, 703. Вот 2 подписчика добавилось за наш разговор. Отлично. Реально, ну, как-то просто обидно, что треть только из людей, которые смотрят видео, подписаны. Ну, вроде просто, ладно, если бы у меня одно видео на канале было, а тут каждую неделю по видео 2 выходит. Все, короче, вопросов никаких нету, количество зрителей сейчас уходит, зрители расходятся. Спасибо вам большое, что сегодня вы слушали мой монотонный монолог, но до скорых встреч, следующий стрим будет очень интересным, приходите, подписывайтесь на канал, распространяйте мои соцсети и каналы своим знакомым, с которыми вы обсуждаете градостроительство, и можете другим знакомым. Вот, спасибо вам большое за то, что вы меня смотрите. Опа, рассмотри фотки достроенного полоцкого путепровода в Витебске. Слушайте, ребята, скажите, где мне их найти? Я увидел, что там сейчас трамваи тестируют, а фотки полоцкого путепровода достроенного я не видел. Подождите. Сейчас посмотрим. Просто, понимаете, тут будут старые фотки 100%. Ох, слушайте, столько инфраструктурных объектов строится не в Гомеле. Вот если областной центр не Гомель, значит инфраструктурные объекты строятся. Со спутника только. А со спутника, наверное, свежих фотографий не будет. Где-то есть Google. Сейчас посмотрим, подождите. Посмотрим и развитаемся с вами. Где-то полоцкий путепровод, где-то здесь, я так разумею. Так? Все, понятно. Жесть, это какую широкую дорогу собираются сделать? А зачем она тут такая? Ну ладно, молчу. Хватит. Вы видите, самая последняя фотография еще недостроенная. Вот, был.
Ну как-то так, видите? Еще не фотографировал Гоголь-Моголь нашу с вами грешную землю. Да уж. Зачем такая широкая дорога? Здесь 2 полосы, там 2 полосы. А тут такое ощущение, что тут третье транспортное кольцо какое-то строят. А, телеграм-группа. У меня только одна телеграм-группа по Витебску. Слушайте, ребята, я просто сейчас на стриме не хочу свой телеграм открывать. Короче, по поводу полоского путепровода, может, я еще напишу. Потом посмотрим. У меня много подписчиков из Витебска, у меня даже друзья из Витебские. Поэтому буду наблюдать. Я достаточно шарю в ситуации градостроительной этого города. Как-то так. Вот. Желаю Витебску восстановления и расширения трамвайной системы. А то что-то ваш мэр не шарит вообще в ценности трамваев и что-то про автомобилизацию загоняет. Ну, автомобилизация, нам же надо автомобилизация. Вот. Как-то так. Интересный город, когда-нибудь в нем побываю. Ладненько. Ребятки, давайте, бы уже время. Спасибо вам большое за внимание. Будем расходиться. Пока-пока.